22.755 рубле. Ayni bu miqdarda aylık maaşını insan elde etse, masraflarını aman öder. Ayda 30.000 rubleden ziyade kazangan kişi zengin sayılır. Bu akta malumatını cemaat fikirini ogrenuv boyunca bütün Rusya Takıkat Merkezi'nin soravı bildiriyor. Bazı Kırım sakinleri için bu sermayada yeterli değil. Вы знаете, наверное, не хватило бы. Я работаю педагогом, получаю даже немножечко больше. Но вот жизнь очень дорогая. Вот мы сейчас прошли, я давно не была по мебельным магазинам, то есть не было такой особой необходимости. А вот сейчас уже есть необходимость что-то обновить. Я хожу по магазинам, цены, конечно, очень дорогие. И зарплата в 22 тысячи или пенсия 8 тысяч, как у меня муж стал получать уже 2 месяца, она нас не защитит. En çok paranı elde etmege 100.000'den 500.000'ge kadar şehir ehalisi kazanmağa istey. Mında orta hesapnen 28.000 ruble etrafında söz sürsetili. Rusiyalarının aytkanına göre koy ehalisi için 17.500 ruble de yeterlidir. Честно сказать, не 22 тысячи, естественно, 1035 хотя бы. Потому что мы платим и за квартиру, и коммунальные услуги, и свет, и вода. И маленький ребенок, памперсы, шмамперсы, это как бы все надо. 22 тысячи – это копейки. Soravdan keçkenlerinin fikirince ayda 11.000 kazanganlar fukare sayılalar. Onların maaşları tek yemek için yeti. Kaydetmek gerek ki Kırım'da yaşamak minimumu 10.000 ruble etrafında. Маленькие пенсии. Кому начислили, кому не начислили. А все дорожает. А вам хватает? Нет, не хватает. Yarımadada nefkatının orta miktarı 11.500 ruble. Emek minimal telef ise oldu olacağı 6.000'ge çıka. Я, например, работаю на кондитерской фабрике, но у меня там зарплата выходит 6 копейками. И она мне только хватает на коммунальные услуги и все. Я живу с сыном, и вот сейчас вот только за свет, за воду, все вот так и мы живем. Он, сын, как у меня, арбузы купи, продай, вот так вот, и как на это можно прожить, вот только вот месяц-два и все. А зимой опять там надо сейчас и дрова, и то, вот так вот. И у меня зарплата выходит 6 копейками. Это еще я прошлый месяц получила полностью. А до этого мы работали, день работали, 3 отдыхали, день работали, 3 отдыхали. Заказа не было на кондитерской фабрике в Симферополе. Вот так и мы живем. Kırım'da 10.000'den ziyade iş bericilerinin teklifleri kaydetilgen. Olarda 60%'nin aylık maaşı 10.000 rubleden azdır. Kırımstat'ның malumatına göre Kırım'da maaşının miqdarı orta hesapnen 21.300 ruble etrafında. Böylelikle Kırımlılarga evvelden tek borçlarını kapatmağa ve fukare yaşamağa teklif eteler. Не хватило бы, уголь дорогой, и угля его нет. И вот сейчас, получается, пошла на пенсию, на пенсию, говорю, отпускные не хватают даже на 2 тонны угля. Ну, 11 тысяч стоило. А его и сейчас нет, а сейчас через месяц вообще взвинтят цены. Bazar ve ticaret merkezlerde ana babasının fiyatları Kırımlılar şok aldı. Fiyatlar hatta Moskva'dakisinden de ziyadedir. И мясо такое дорогое, опять подорожало. Но у нас, благо, на селе, там картошечка, лучок свой. Но и все равно, конечно, дорого. Цены ведь растут не так вот, как мы, да, думаем. В долларах они остаются те же, в долларах. Но доллар растет, а рубль падает. Вот этого хватает. У нас еще и за свет, и подорожался и коммунальные услуги, и продукты, и проезд, а зарплата у нас такая же. Сказали, что с Нового года подымут, но у нас ни копейки, как у нас 40 рублей в час. Были, мы получали 320 рублей за 8 рабочих часов за день. Вот так и у нас и зарплата выходит. Вот 6 копейками у нас месяц даже не получали. 22 рабочих дня. Вот так вот. Bu hafta Kırım Nazirler Şurası'nın toplaşıvında fakirlarga otmek almak için ayda 100 ruble ayrılacağını ilan edildi. Şusu meraklı ki Yarımada'da en ucuz otmek fiyatı 12 rubleni teşkil etti. Не хватит. Но если брать самого низкого сорта хлеб по 12-13 копеек, и то не хватит. Вы знаете, что хлеб же человек не будет один кушать, а пенсия есть еще. 8 тысяч пенсия. Сейчас ЖКХ. 17 рублей с квадратного метра надо платить только одну жилплощадь. А свет, газ, отопление зимой начнется. Как платить за эти деньги? Как писаться? Тогда и без хлеба будет сидеть человек. Очень тяжело. Давайте возьмем, если семья даже из двух человек, он день
допустим, батон покупает, он стоит 21 рубль. На 30 дней умножить, вот он сколько? 600. Не хватит, значит. Даже и на социальные сорта не хватит. Конечно, что это? Я думаю, что денег все равно не хватит, цены все равно взлетят. Инфляция показала, какая она быстрая. Выплатят это пособие, повысят зарплаты и пенсии, все равно цены поднимутся, так что толку будет мало. Все будет так же, как было. Санки ягмурдан сон оскен мантар кыбы мескелерге де олған фиятлар. Ахмесчитте бородалы дайре кирасы үшін 15-18 bin рубле бермелі. Қырымлыларның эксириеті шыны білдірелер ки, пара қытлығы айле мунасебетлерге де тесір ете. Бұл рақамлар статистикада исбатлана. Элимізде олған малюматларға көре, Қырым дигер Русия регионлары арасында айрылу фадиселері бойынша біріншілікні әлде ете. Бұл ақта малюматны Русия федераль статистика бойынша девлет қызметі білдіре. Сөз сырасы Қырымда бұнен бағлы көстергіч 47%-ға артты, Ақярда есе 110%-ға. Русияның дигер регионларда есе аксине айрылу фадиселері эксілді. Однако очень часто именно вот разные картинки экономической модели в семье становятся препятствием. Молодые супруги, вступая в брак, которые часто видят, которые популяризируются средствами массовой информации, вот это вот общество потребления, да, когда действительно материальные ценности заменяют духовные ценности. И вот такие вот люди, частенько вступая в брак, видя, что действительно есть очень много красивых там вещей, которые необходимо приобретать, на самом-то деле недоучитывают реальный экономический фактор дохода. Поэтому возникает очень часто много каких-то недовольств, семейных конфликтов, и это часто становится вот такой вот нехорошей предпосылкой для того, что возникают очень много конфликтов в семье. Бұнен бәрі федераль статистика қызметі Русия и әлісі бойынша олюм севиесі артқаныны қайдеті. Росстатның малюматына көре біріншілікні кені Қырым әлде еті. Бұндан әвел сағлық сақлaf назірлігі олюм адиселеріні ичімлікнен бағлайды. Олюм бойынша екінші ерні Урал федераль округ алды. Рақамларға көре Қырымда доғанларға низбеттен өлгенлерінің сайысы 30%-дан зиедедір. Русия бойынша умумен өлгенлерінің ве дүнияға келгенлерінің сайысы тен келе. Бұндан да ғайры статистика малюматларға көре Қырымда суйқастлық адиселері де чоқлашты.